Очень рады вас приветствовать из стен Коми Республиканского института развития образования. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова. Я руковожу кафедрой дошкольного образования и начального общего образования нашего института. И сегодня мы пригласили вас на очередную нашу встречу, которая проходит в рамках цикла встреч для специалистов системы начального общего образования. И мы условно так ее назвали, прошу прощения, условно назвали этот цикл «Подготовка учителя к ведению и реализации обновленного стандарта начального общего образования». И, уважаемые коллеги, прежде чем мы начнем нашу встречу, разрешите, пожалуйста, несколько слов буквально сказать о той нашей идее, которую мы решили воплотить для вас, для того, чтобы помочь вам разобраться в сложных вопросах, в новых вопросах по введению нового стандарта, обновленного, прошу прощения, стандарта начального общего образования. И вот цикл наших мероприятий, он подразумевает 10 встреч. Пока мы планируем именно такое количество, возможно, оно будет меньше, возможно, оно будет немножечко больше, но те вопросы, которые мы бы хотели рассмотреть и которые мы уже начали рассматривать на первой нашей встрече, которая состоялась еще 18 января, они перед вашими глазами, поэтому все те моменты, которые на сегодняшний день актуальны для сообщества, которые очень важны для каждого из вас, мы постараемся затронуть на каждой встрече, которая будет у нас проходить с января по июнь 2022 года. Тематику вы видите. Сегодняшняя встреча у нас особая, поэтому мы буквально через несколько минут начнем уже нашу такую интереснейшую профессиональную встречу с уникальным человеком. Ну а в феврале мы уже сразу вас хотим пригласить и уже анонсируем эти встречи. Мы будем более подробно разбирать те вопросы, которые вы задаете и которые вы задавали, продолжаете задавать при электронной регистрации на данный цикл встреч. Поэтому мы еще раз всех приветствуем, мы видим ваши слова, мы очень вам благодарны за это, за интерес к этой встрече, очень благодарны, за слова приветствия благодарны. Ну и при электронной регистрации, уважаемые коллеги, вы задавали, формулировали те вопросы, которые вас волнуют. И вот на экране вы сейчас видите такой спектр вопросов, которые были вам заданы, прошу прощения, которые были вами заданы, и больше всего, конечно, вопросов было посвящено именно содержанию обновленного стандарта начального общего образования. Много было вопросов по изменению содержания начального общего образования, по предметам, по методике преподавания. Было очень много вопросов, связанных с тем, что будет изменяться в рабочих программах, какой будет новая примерная основная образовательная программа, как вообще необходимо выстраивать взаимодействие с учениками, с родителями и так далее, и так далее. Поэтому вопросов много, и вам спасибо огромное за доверие. Мы постараемся до июня месяца постепенно отвечать на ваши вопросы. Ну а сегодня, уважаемые коллеги, мы посвятим нашу встречу именно ответам на вопросы и вообще как бы такому очень хорошему профессиональному разговору именно о сути тех изменений, которые были внесены в обновленный в ГОС начального общего образования. Потому что очень хочется, чтобы каждый из вас понимал, в чем состоят изменения, какая суть вообще всего того, что необходимо будет вам делать с учетом обновленного содержания в ГОС начального общего образования. Поэтому все ваши вопросы мы передали Наталье Федоровне Виноградовой, и с удовольствием, с большим удовольствием я приглашаю Наталью Федоровну сейчас выйти в эфир, потому что мы очень хотим вас увидеть, Наталья Федоровна, уважаемая, и мы приглашаем вас выйти в эфир для того, чтобы наше профессиональное сообщество могло встретить вас и, соответственно, начать очень интересный такой профессиональный диалог. Поэтому, Наталья Федоровна, пожалуйста, выйдите в эфир, да, нажмите, пожалуйста, камеру, и очень-очень будем рады вас видеть. Да. Наталья Федоровна, да, здравствуйте, Наталья Федоровна, еще раз. Добрый день. Ой, как мы рады вас видеть, вы даже не представляете. Спасибо. Да. Да. Я думаю, что от лица Особенно удовольствие мой вид, конечно, не доставит. Нет, все нормально. И поэтому, уважаемые коллеги, разрешите представить, да, Наталья Федоровна Виноградова, доктор педагогических наук, заведующая лабораторией начального общего образования Института стратегии развития образования, член-корреспондент Российской академии образования. Человек, который, наверное, всю свою жизнь
посвятил образованию, и в том числе начальному общему образованию. Поэтому, Наталья Федоровна, с огромным удовольствием мы предоставляем вам слово для того, чтобы вы нас просветили в том, что предстоит нам всем через какое-то время уже осуществлять в практике своей деятельности. Наталья Федоровна, я уйду из эфира, да, но я здесь, я с вами. Да, я с вами, если что будет нужна моя помощь, просто скажите, я выйду, и я обязательно вам помогу. Уважаемые коллеги, да, пожалуйста, просим любить и жаловать Наталью Федоровну Виноградову. Наталья Федоровна, вам слово. Да, Спасибо. добрый день, коллеги. Итак, обновление федерального государственного образовательного стандарта и ответы на вопросы. У меня их было больше 70. Ну, вы прекрасно понимаете, что подробно ответить на такое число за 2 часа невозможно. Поэтому я, не называя самого вопроса и автора его, постараюсь ответить на многие в ходе своего выступления. Но все поступившие вопросы можно объединить одной проблемой. Что изменилось в стандарте и как это повлияет на работу и учителя, и обучающихся. И еще одна оговорка. Уважаемые коллеги, вот все, что я буду говорить, не про вас и не про ваш уникальный регион. Это типичное положение дел в массовой школе. И вы, слушая меня, моя задача, чтобы вы занялись рефлексией, оценивая то, где у вас замечательно все получается, и над чем надо подумать. Начнем с принятия позиции Министерства просвещения и разработчиков стандарта. Это в вопросах прозвучало. Вот это не новый стандарт и не его 3-е поколение. О подготовке стандарта 3-го поколения только сейчас начинает разговаривать министерство, говорить министерство. Этот документ называется обновленный стандарт. И главная причина решения министерства о его доработке и обновлении кроется в анализе и результатах реализации стандарта за 10 лет. Потому что мы эту ситуацию держали, мы ее контролировали и изучали. Целая серия мероприятий, проведенные за годы внедрения стандарта, это и педагогическая диагностика, и мониторинг, и результаты международных исследований, и внутренний контроль, и анкетирование разных категорий работников образования, общественности, ну и так далее. Мероприятий было масса. Показали, что стандарт 2-го поколения реализуется, я вздыхаю, мягко говоря, не очень успешно. И первое, где не включается. Не включается. И первое, о чем я хотела бы с вами сказать, спасибо, это причины обновления стандарта. Назвать причиной обновления стандарта, чтобы вы поняли, что это, в принципе, стандарт 2-го поколения, но какие-то очень серьезные вещи, цели, содержание, да, выходы, не сама методика, естественно, методики в стандарте нет, но выходы на методику и технологию заложены уже вот в обновленном стандарте. Итак, причина обновления стандарта. Но прежде всего это изменение в стратегии образования нашего государства. Конечно, вы их знаете, я только напоминаю для того, чтобы это был такой, знаете, профессиональный эпиграф к нашему разговору. Ну, во-первых, это обеспечить единство образовательного пространства, поднять качество образования, соответствовать международному уровню образования. Ну, вы мне скажете, начальная школа уже в первой десятке, правительство, лично президент просит, чтобы мы вошли в десятку, мы в десятке лучших. Но как бы нам не потерять эти места, как бы нам, простите за непарламентское выражение, не вылететь из этой десятки. А тенденция к этому есть, к сожалению. Дальше. Необходимо было обеспечить преемственность и перспективность ступени образования, потому что между начальной и основной школой
не было вот этого единства. Ну и, наконец, конечно, реанимировать индивидуально дифференцированное обучение для того, чтобы обеспечить индивидуальный рост качества образования индивидуального, да, в соответствии с интересами, потребностями данного обучающегося. Я подробно остановлюсь на этих всех позициях, но сейчас сразу отвечу на некоторые вопросы, на многие даже вопросы, связанные с методическим обеспечением, чтобы потом об этом не забыть сказать. Значит, в настоящее время все авторы всех ОМК и всех систем, которые будут, да, или которые сейчас входят в федеральный список допущенных к использованию средств обучения, ведут серьезную доработку всех своих учебников в рамках вот соответствия стандарту и кодификатору. Повторяю, все существующие учебники. К 1 сентября, когда отдельные школы, Россия не переходит вся с 1 сентября на обновленный стандарт, а только отдельные школы начнут работать по обновленному стандарту, учебники выйдут из печати. Вот на вопрос, какие ОМК войдут в федеральный список сегодня, ответить вам никто не сможет, потому что экспертное, это все экспертное мероприятие будет проходить в марте, в апреле месяце. Теперь по существу. Конечно, когда не реализуются необходимые цели, да еще поставленные государством, то переживают и страдают все участники этого процесса. Но давайте обратим внимание прежде всего на риски, которые появляются обучающихся. Ну вот наш коллектив провел в последние 3 года большое исследование о трудностях, которые возникают у младших школьников в связи с работой по новому стандарту, с требованием нового стандарта. Вот общий эмоциональный вывод на слайде вверху. Детских проблем не бывает, бывают ошибки взрослых. А вот если содержательный вывод, то он формулируется таким образом, и мы сегодня много будем об этом говорить. Трудности, возникающие у обучающегося, у ребенка нашего, то есть у субъекта учения, провоцируются методическими ошибками субъекта обучения. Конечно, мы должны начать с разговора аксиологической, целевой составляющей стандарта. Да? Какие приоритетные цели начального образования сегодня? Они скорректированы, они редакционно там почищены. Но, в принципе, эти цели так и идут с основного текста 2-го поколения стандартов. Это формирование ведущей деятельности, обо всем буду говорить. Это интеграция предметных и метапредметных достижений. И это личностное новообразование ребенка. В результате на основе этого обеспечение индивидуального развития, то есть обеспечение дифференцированного обучения. Должна сразу оговорить, это тоже был вопрос. В тематическом планировании есть специальная графа, специальная, так сказать, часть таблицы, она в табличном варианте сделана, тематическое планирование, в рабочих программах. Так вот, в примерных рабочих программах в тематическом планировании специально оговорено форма организации обучения, там парная групповая работа, и оговорено возможные приемы дифференцированного обучения, которые в этом разделе, в этой теме, по этому предмету можно рекомендовать. Я позволю себе привести мысль Льва Семеновича Выгодского, потому что теория развивающего обучения Ильконина, Давыдова и их последователей
извините, я без имен, отчества, просто чтобы сократить время, очень уважаемые, любимые нами люди, мы с ними работали, нам повезло, ну, с Выгодским, конечно, нет, но с Илькониным Давыдовым мне лично повезло работать. Так вот, теория развивающего обучения строится на идеях Льва Семеновича Выгодского. Но, к сожалению, вы, наверное, это знаете, что Выгодского сначала открыл Запад, а потом уже мы обратили внимание на его блестящие произведения. Так вот, я хочу обратить ваше внимание на такие слова Выгодского, потому что вот это вот сейчас у нас идет целевой эпиграф всего нашего разговора. Чем ребенок, которого мы научили читать, отличается от ребенка, который читать не умеет? И Лев Семенович отвечает. Ребенок, которого мы научили читать, отличается от ребенка, который читать не умеет, только одним. Он умеет читать. Ничего не прибавляется в умственном развитии ребенка, который умеет читать. Это тот же самый ребенок, только грамотный. И тут вам пример. Вот ответьте себе на вопрос, поскольку у нас нет вот реального общения, жалко, да? Но ответьте сейчас себе на вопрос. Вот сколько ребяток вы выпускаете не читающими в основную школу? Да нет таких практически, да? Ну, просто 0,0000%. Обычно все дети из начальной школы приходят в основную школу читающими. Более того, они не просто читают, но 80, 70, 80% сегодняшних современных ребят, не советского периода, а сегодняшних, ну, примерно 70, 75, вот так, до 80 в разных регионах любят читать. А теперь давайте сравним эти цифры с результатами опроса семиклассников. Вот у семиклассников любят читать 4%. Значит, за 3 года обучения мы потеряли практически всех детей, которые любили читать. И остались только некоторые. Так почему? Да потому что важно, чтобы он не просто научился читать, а понимал, что чтение – это средство его развития, это средство его эрудиции, это средство получения знаний, эмоций, хорошего настроения, и нравственных правил, и так далее, и так далее, и так далее. То есть важно, какие новообразования, это термин психологический, какие новообразования образуются у ребенка благодаря обучению. То есть, ну, если говорить фигурально, то голова нам нужна, ребенка, не хорошо наполненная или не столько, да, сколько хорошо устроенная. И отсюда огромное внимание сегодня к функциональной грамотности ребенка. Будем еще говорить об этом сегодня немножко, да? Потому что стандарт фактически это задает уровень функциональной грамотности в своем содержании. То есть что это? Да уметь применять в жизни. Ну, об этом опять будем говорить. Вот на основе федерального государственного стандарта, обновленного, мы создали пирамиду успешности младшего школьника. Обратите внимание, пирамида успешности. Так? Это планируемые результаты обучения. Правильно? Значит, фундаментом пирамиды является предметная составляющая. Это говорит о том, что знание, умение не самоцель. Это условие, предпосылка, источник метапредметной составляющей, метапредметного компонента вот этой пирамиды успешности.
То есть основное содержание планируемых результатов сегодня сосредоточено в метапредметных результатах, в метапредметных достижениях. Вы, во-первых, знаете, что это такое? Прежде это универсальное учебное действие, но ниже я, конечно, это раскрою. А верхушкой, так сказать, самым ожидаемым, принципиально важным для личности результатом, достижением является, естественно, личностное новообразование. Тоже мы их, конечно, раскроем. Вот давайте посмотрим. Метапредметные результаты федерального государственного стандарта. Познавательные универсальные действия. Что? Это прямо содержание стандарта сегодня. Базовые логические, здесь пропущено, базовые логические действия, да? Базовые логические действия. Это все, что связано с интеллектуальной деятельностью, с процессами интеллектуальной деятельности, анализ, обобщение, классификация, сравнение, и так далее, и так далее, и так далее. Это базовые исследовательские действия. Что это прежде всего? Прежде всего методы познания мира. Опять же, раскрыто это и в примерных рабочих программах сегодня по годам обучения. Динамика построена и познавательных, и всех других универсальных действий, как пример. Но это не пример для подражания, это один из вариантов представления примерной программы и примерных рабочих программ, которые составляют ее частью. И, конечно, это работа с информацией, причем информация, представленная в разных формах, в том числе и различных графических формах. Таблицы, диаграмма, схема, интернетные формы представления. Коммуникативные универсальные действия. Здесь культура общения, устные и письменные высказывания. Регулятивные УД уточнены, ниже я их немножко покажу, очень четко определены сейчас регулятивные учебные действия по годам обучения, построена динамика становления этих учебных действий. Они представляют самоорганизацию, самоконтроль, предвидение. И мы выделили, это наша была идея разработчиков моей любимой лаборатории, большого коллектива, мы отдельно выделили совместную деятельность. Почему? Сейчас в стандарте, но это не противоречит, в общем, конечно, эти две позиции. В стандарте совместная деятельность представлена в коммуникативной деятельности. Но мы, акцентируя внимание на психологической составляющей совместной деятельности, да, поняли, изучили, что участие в совместной деятельности – это не только общение языком, что ли, да? Это не только умение договариваться, это еще и волевые усилия. И неизвестно, чего больше. Я умею разговаривать, может быть, даже культурно, или я умею заставить себя учесть партнера, согласиться с ним, уступить, договориться, и так далее, и так далее. Поэтому вот мы предложили в рабочих программах совместную деятельность выделить отдельным метапредметным результатом. Дальше. Я хотела бы обратить ваше внимание на очень серьезный, я не могу сказать недостаток, это не вина, а беда скорее наша, что мы никак не можем разобраться в новых терминах, которые нам предлагает стандарт, а там достаточно много новых терминов, да? Но их надо просто уже принимать. Эти термины уже нужно принимать и понимать. Так вот, сущность универсальных учебных действий, в отличие от предметных, надо очень осознанно воспринимать.
Прежде всего, это независимость от конкретного содержания. Да? Независимость. Я привела даже вам ниже пример. Значит, если ребенок сравнивает геометрические фигуры, это предметное действие. Если он сравнивает жанры литературы, это предметное действие. Ну и так далее. Но вы мне скажете, но любое универсальное действие базируется на каком-то предметном, да? В воздухе универсального действия не существует. Так разница заключается в том, что ребенок может сформулировать, что такое это данное универсальное действие. И когда я спрашиваю в наших экспериментальных школах ребяток, ну, это, конечно, уже 4 класс, ну, может быть, 3 конец, да? Когда я спрашиваю, а что такое сравнивать? И они мне говорят, это нахождение различия, похожести, одинаковости, индивидуальности, тождественности. То есть они независимо от предметного содержания понимают, что такое это действие. Вот тогда оно универсальное. И здесь очень важно, какие способы, какие совокупности операций входят в это универсальное действие, потому что каждое универсальное действие состоит из конкретных операций. Да? И как оно характеризуется как термин, как понятие. Вот давайте на классификации. Там я вам на сравнении привела пример. А теперь на классификации. Вот посмотрите шаги, которые должен сделать ребенок. Что он должен сделать, если мы им даем классификацию? Да? То есть универсальное действие, обозначающее не просто разделение на группы объектов. И если он делит геометрические фигуры на красные и зеленые, это не означает владение классификацией, потому что этот признак геометрических фигур несущественен, не важен, фигура не меняется, если она разного цвета, как геометрическая фигура. Поэтому вот тут точно выделяется 4 шага. Он должен обозначить, найти, определить свойства, качества объектов, которые ему предлагают. Объекты, предметы, явления, события, неважно что. Группа определенная, да, которые предстоит классифицировать. Он должен осознать, что это такое за масса, что это такое за толпа, что это за номенклатура. Далее, он должен выявить те качества, по которым эти объекты можно объединить, распределить по группам. Вот объединение как распределение по группам. Да? Дальше он должен определить существенный признак. Главный, мы говорим, главный, в скобках, существенный. Главный, существенный. Потом, существенный, Петя говорит, главный. Вот так вводится это понятие, да? Определяется главный, существенный признак. И тогда он может распределять по существенному признаку эти объекты. Вот я вам пример привожу, пожалуйста. Петя отнес к насекомым следующих животных. Ну, я надеюсь, вы все это видите, да? Какой главный существенный признак насекомого не учел мальчик? Значит, ребята должны найти ошибку. Так? Как подсказка, как по-другому называются насекомые? А они знают, потому что даже в учебнике написано, да, насекомые, то есть шестиногие. Да? Значит, они здесь легко уже найдут Петину ошибку. Да? Паук не относится к насекомым, потому что он
восьминогий. Вот на этом основании можно, встав ногами на землю нашу грешную, выделить новообразование младшего школьника. Да? Новообразование. Это совокупность определенных качеств личности. И если мы станем на место ребенка и от его позиции будем оценивать эти новообразования, то это выглядит таким образом. Я умею применять имеющиеся у меня знания. Я умею добывать, если мне что-то не хватает. Я умею проверять, оценивать. Я владею коммуникацией, то есть могу обо всем, об этом, все это обсудить, найти доказательства и так далее. То есть, вот оно новообразование, готов к самообразованию. То есть важнейшим новообразованием начальной школы является, готовность, конечно, на пропедевтическом уровне, потому что ребенок еще все-таки достаточно маленький, но он уже может заниматься каким-то своим продвижением, какими-то своими решением своих целей, научиться, узнать новое и так далее. Вот, собственно, это и есть основа функциональной грамотности каждого младшего школьника, который мы должны выпустить из начальной школы. Что это такое функциональная грамотность, да? Отвечая на один из вопросов, даже не на один. Так? То есть вот это умение, вот эти все умения, основные умения, использовать приобретенные знания, умения, навыки, зуны, традиционные наши зуны, использовать как для обучения, так и для жизни. Использовать для жизни. Теперь давайте поговорим об основных трудностях, которые возникают у младшего школьника при работе по стандарту. Это результаты диагностики, которые мы провели вот за последние 2 года во 2, 4 и 6 классах. 6 понятно, потому что нам надо было посмотреть, что проваливается, да? Что отступает, уходит из начальной школы. И, кстати, одна из причин этого была и результаты международных исследований. Да? Вы знаете, что, например, по чтению, да, по коммуникативной деятельности, по чтению, по смысловому чтению, наши учащиеся, наши младшие школьники вот уже больше 10 лет занимают 1 место в мире среди более чем 50 стран. Да? То есть мы по баллам занимаем 1 место. 1 место. А основная школа, то есть 15-летние ребятки, да, входит уже в 3-ю десятку, поэтому уж показать. 3-я десятка. О чем это говорит? О том, что то, что мы с вами сделали в начальной школе, теряется в основном. Но не будем столь нескромными, что виноваты только преподаватели основной школы. Мы тоже виноваты. В чем? А вот смотрите, какие трудности дают нам младшие школьники. Привязанность к образцу. Неумение самостоятельно строить алгоритм решения учебной задачи. Все раскрою. Низкий уровень универсальных учебных действий. Коллеги мои дорогие, вот анализ трудностей и вообще проблем с внедрением стандарта показал,
что мы над предметными умениями работаем достаточно хорошо. Ребята знают содержание предмета и могут ответить на любые. Но как только идет шаг в сторону, как только меняется ситуация, как только они попадают в ситуацию, которую не первый раз видят, они полностью становятся беспомощными. Они не могут решать эти задачи. Это связано с тем, что мы не осознали, ну, про ваш регион не говорю, не знаю, но в принципе учитель не осознал, что универсальные учебные действия провоцируют предметные действия, но и строятся на них. И что главным в интеграции предметных и универсальных являются универсальные. Именно универсальные и определяют уровень развития ребенка. Не просто прочитать и ответить на вопрос по тексту, а интерпретировать его, сравнить с другой информацией. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь вариантов множество. Далее. Вот есть такой эффект ленивого мозга. То есть я помню, и на вопрос я отвечаю замечательно. Но как только мне предлагается построить предположение, а что будет, если... Как только я предлагаю объяснить свое мнение, как только я предлагаю порассуждай, тупик. Тупик. Ну и, наконец, неготовность работать в системе учебных задач, потому что наше обучение, вообще не только в начальной школе, построено на приоритете практических задач. Сейчас об этом, конечно, будем говорить. Что же нам теперь делать тогда? Ну вот, я думаю, что главное понимать приоритеты сегодняшнего стандарта. Вот главное понимать, вот что в стандарте расширены и конкретизированы приоритетные цели начального образования, которые представлены в планируемых результатах. И это не случайно. И это не случайно. И надо понимать, что уточненные цели образования, да, которые конкретизированы и в рабочих программах, и в примерной образовательной программе, как теперь уже сопровождающих стандарт, основной документ, государственный документ, да, все это тянет за собой не только корректировку содержания по годам обучения, ну вот она представлена в кодификаторе, там есть свои проблемы, свои трудности, чуть ниже я об этом тоже скажу, но в принципе это и провоцирует, должно провоцировать изменения в дидактике, в методике, в технологии обучения. Так вот, первая позиция. Формирование учебной деятельности есть приоритетная цель начального образования. Ну, наверное, не в этой аудитории мне говорить о том, что у каждого возрастного периода есть деятельность, которая определяет развитие ребенка. Да? В младшем школьном возрасте это учебная деятельность. Но и сейчас достаточно большой процент педагогов думают, что если ребенок тихо сидит на уроке, отвечает на вопросы учителя, выполняет домашние задания, это значит, он занимается учебной деятельностью. К сожалению, должна разочаровать сторонников такого взгляда. Деятельность, мои дорогие коллеги, это всегда структурное образование. Отсутствие структуры означает разрушение деятельности и переход к набору действий, не связанных общей идеей. Не связанных общей идеей. Вот смотрите, что такое
формирование учебной деятельности как цель начального образования, которая указана в планируемых результатах. Это ничего не выдумано. Это планируемые результаты, в частности, в регулятивных универсальных действиях. Тут много позиций, да? Познавательных учебных действий, способность принимать и сохранять учебную цель и задачу – это познавательные действия. Планировать ее реализацию – это познавательные действия. Контролировать и оценивать свои действия – это регуляция. Вносить коррективы в их выполнение – это регуляция. Проявлять познавательную инициативу, самостоятельность, желание проявить, сделать по-другому, проявить творчество. Вот это и есть учебная деятельность. Но вот формирование всех этих действий фактически заложено в структуре ведущей деятельности младшего школьника. Это теория развивающего обучения в исполнении Ильконина, повторяю, и Давыдова. Да? Посмотрите, структура учебной деятельности. Я вам еще раз говорю, что если вы задаете обучение в этой структуре, она и дает вам результат. А если вы вытаскиваете отдельные ее звенья и думаете, что мы или кто-то занимается, строит учебную деятельность, строит обучение в структуре учебной деятельности, то он ошибается. Вот она структура. Мотив. Мотив – это явление, которое всегда есть. Любая деятельность мотивирована. Другое дело, что это может быть мотив, во-первых, навязанный, не личностно значимый, не принятый мною, навязанный, да? Родителям, учителям, ты должен и так далее, да? Почему непонятно? Значит, мотив – это, во-первых. Во-вторых, он должен быть учебно-познавательный. Вот, не случайный. Получишь двойку, хуже Пети, как всегда ты невнимателен, ну и так далее. Как всегда прослушал. Эта мотивация, она, во-первых, навязанная, во-вторых, не учебная. А вот учебно-познавательная мотивация – это то, что нужно для структуры, для учебной деятельности. Дальше. Учебная задача. Это важнейшая составляющая. Ребенок должен принять от вас учебную задачу. Я всегда, когда разговариваю с учителями, вспоминаю нашу замечательную программу, господи, когда крутит барабан, господи, забыл как, ну, вы знаете эту программу по первой программе, да? Вот, крутит барабан и выигрывают там всякие призы. Так там всегда так начинают передавать приветы кому-то, помните, да? А потом ведущий спрашивает, ну, а говорит, задача-то перед вами какая стоит? А он уже не помнит. Вот даже взрослый не держит задачу, которая перед ним поставлена. А ребенок должен. Иначе развалится учебный день. Дальше. И для этого всего существуют соответствующие приемы и методы обучения. И тут это уже разговор про другое. Дальше. Учебные действия. То есть алгоритм построения решения этой учебной задачи. Дальше. Учебные операции, которые составляют учебные действия, мы с вами уже на классификации это поняли. И в сравнении то же самое есть. И в анализе есть. У нас, кстати, есть такая книжка «Формирование универсальных учебных действий». Там все операции расписаны. Расписаны. По каждому учебному действию все операции расписаны. Обязателен контроль, самоконтроль, оценка и самооценка. Но я для сравнения вам приведу другую ведущую деятельность другого периода. Вы все прекрасно знаете, что ведущая деятельность дошкольника – это игра. Но я не брала ролевую игру, потому что она, конечно, самая главная, да? Но вот смотрите, структуру дидактической игры взяла ее, потому что мы много с вами проводим игр
дидактических в начальной школе. И если не выдерживается эта структура, то игры нет. И когда учитель говорит, давайте поиграем, я вам буду называть слово, а вы мне противоположное, плохой, хороший, да, начинаем играть. Ребята сразу понимают. Но мы, конечно, сыграем в поддавки с учителем, но это никакая не игра. Почему? А потому что дидактическая игра – это не только цель, буду проверять, знаете ли вы антонимы, да? А это игровое правило, которое формулируется словами «если та-та-та-та-та, то та-та-та-та-та». И игровое действие. Я вам буду бросать мяч, я фиксирую время исполнения, ну и так далее, и так далее. Какое участие учебной деятельности в развитии ученика? Почему я об этом говорю, мои дорогие? Потому что все-таки мы продолжаем работать в традиционной структуре, ну, не касающейся теории развивающего обучения. А теория развивающего обучения – это основа создания второго стандарта. Даже не только второго, а прежде всего первого. Да? Это начало века самое, да, 4-й год, 2004 год. Да? Там уже было объявлено о том, что учебная деятельность – это основной вид деятельности, который надо обеспечить для младшего школьника. Почему? Потому что именно он является потребностью ребенка этого возраста, потому что именно эта деятельность развивает в большей степени, и в недрах этой деятельности возникает другая, следующая ведущая деятельность. Так вот, какое участие учебной деятельности в развитии ученика? Ну, прежде всего, это новые учебные роли. Новые учебные роли, которые определяют становление ученика как субъекта деятельности. Ну, примите пока это вот просто так, восприятие как какое-то определенное высказывание. Я сейчас буду раскрывать, и вы все поймете. Да? Потому что сущность этой новой роли заключается в том, что ребенок может принять и удерживать мотив и учебную задачу. Дальше. Второй показатель. Опора на мышление, рассуждение, воображение. И это определяет алгоритм решения учебной задачи. Это позволяет ребенку каждый раз строить пошаговый отбор действий и операций, контролировать и предвидеть трудности. Ну и, наконец, это развлечение практической и учебной задачи. Опять же, объясню, почему. Потому что именно вот это различие определяет возможность осознанно работать в нестандартных ситуациях. Помните, я говорила о трудностях, да? И там была трудность, привязанность к образцу. Так вот, привязанность к образцу связана с тем, что наше обучение, к сожалению, продолжает строиться на репродуктивной деятельности, в процессе которой обучающий получает 3 роли. Внимательно смотри, зритель. Внимательно слушай, репродуктор. Слушатель. Все внимательно запомни и воспроизведи, репродуктор. Какой эффект этой деятельности? На каких процессах она задействована? На восприятии и памяти. И как бы учитель не плясал перед школьником, и какие бы он задачи перед ними не ставил, и какие бы картинки не показывал, если он задал репродуктивный стиль деятельности, основанный, конечно, прежде всего на образце, чего обсуждать и подвергать сомнению текст учебника.
или речь учителя. Это образцы. Да? Значит, это тупиковая ситуация для развития. Вы мне скажете, что же нельзя репродуктивную деятельность? Можно, нужно. Но, во-первых, не приоритетно, раз, и, во-вторых, только, так сказать, в специальных необходимых случаях. Какие риски репродуктивного обучения? А вот эта мотивация навязанная, личностно значимая мотивация отсутствует. А уж если еще мы говорим на вопрос ребенка, не задавай лишних дурацких вопросов, а слушай внимательно и читай, тогда вообще мотивация разрушена окончательно. Дальше. Степень усвоения готового образца во многом зависит от индивидуальных особенностей памяти, внимания, восприятия и так далее. Развивающее обучение практически никогда не дает образец вперед. Он его формулирует, он его формирует вместе с ребенком. Пошагово. Шаг первый – делаем. Шаг второй – делаем. И вот это построение этих пошаговых действий и есть создание образца способа решения данной задачи. Дальше. Принятие этого готового способа действия практически не влияет на становление универсальных действий. Вот в чем дело. Ребенок топчется на месте. Опять же, наша диагностика показала, что как мы работаем, у нас дифференцированная работа пропагандируется, например, с отличниками, да? А как мы с ними работаем? Мы всем даем 5 задач выполнить, или 3 задачи решить за урок, а отличнику 5. Результат, он топчется на месте. Развития никакого нет. Потому что вот теория развивающего обучения говорит, что если ребенок научился способу действия, если он знает, как построить пошаговый алгоритм решения данной задачи, то тренироваться ему не только не нужно, но и вредно, потому что он не идет в своем развитии на перспективу. Ему нужно давать новый способ. Или самому составлять новый способ, или подсовывать, подкидывать ему задачи с новыми способами, где бы он начал рассуждать, думать и так далее, и так далее. Далее. Ну и вот, конечно, не развивается умение работать в новых и нестандартных ситуациях. Ученик привязан к типовой ситуации и конкретной практической задаче. Так? Вот давайте сравним. Я специально вам сделала такую табличку, в которой можно сравнить, что такое практическая сущность, практической и учебной задачи. Практическая задача отвечает на вопрос, что делать. Практическая задача отвечает на вопрос, что делать. И мы всегда говорим, прочитайте тех задачи, что будем делать. Классика. Учебная задача отвечает на вопрос, как делать. Далее. Условия практической задачи фактически подсказывают способ действия, а условия учебной задачи стимулируют определить этот способ действия. Дальше. Практическая задача опирается на применение восприятия, смыслового чтения. Хорошая вещь, но нельзя все время только на этом стоять. А учебная задача, простите, на мышление и воображение. Ну и, наконец, практическую задачу можно решить путем проб и ошибок, а учебная задача строится на логических операциях. Давайте пример. Математика. У Пети 10 рублей, у Васи 15 рублей. Сколько всего денег у мальчика? Вот если ребенок умеет читать, и со смысловым чтением у него тоже все в порядке, тогда, и он увидел в тексте слово «всего», тогда для него абсолютно ясно, что нужно делать. Потому что прямое указание на ход решения
есть ограничение поиска. Вот это практическая задача. Опять, я не говорю вам, что нельзя давать практические задачи. Давайте значительно уменьшим их число. Хватит ли мальчикам денег, чтобы купить рыболовные крючки за 26 рублей? Та же самая задача. Но путь ее решения принципиально другой. Потому что нет указания прямого, как делать, и он должен придумать его сам. Это учебная задача. Еще один. Как нормальный человек вроде меня начинает искать отличия в этих двух рисунках? Я начинаю метаться по рисункам. Так, птица чего-то, ой, не помню. Птица, беру бумажку, начинаю записывать. Это сравнила, это не сравнила. Ой, это к этому вернулась, к этому не вернулась. Времени много, все бестолково. Но если учитель скажет, найдем 7 отличий, как будем работать? Не что будем делать, как будем работать? И ребята скажут, давайте-ка составим план. Или учитель скажет, а с чего начнем? И они скажут, сначала с птиц, потом тарелки, потом забор, потом солнышко. Концентрируется время раз, концентрируется усилие два, целенаправленное решение этой задачи 3. Так? Вот есть такая психологический тест, эксперимент, который называется «Обезьяна-клетка-банан». Ну, может быть, мои коллеги, многие знают этот тест, тогда вы меня простите, ну, повторение, как говорится, мать. Да? Так вот, в чем заключается этот тест, этот эксперимент? Значит, в клетке висит банан. Обезьяна, видя этот банан, прыгает, там лазает, банан достать не может. Долго-долго она что-то там предпринимает какие-то усилия, ничего не получается. Тогда она бросает это занятие, начинает уже там прыгать, бегать по клетке, и неожиданно, случайно, значит, натыкается на палку. Она берет эту палку, начинает ею крутить, дергать, вертеть и случайно сбивает банан. Вот это чистейшая практическая задача путем проб и ошибок. Бегала, прыгала, лазала, ничего не выходило. Да? Ну, так был задуман эксперимент, хотя рояль в кустах-то был, это была палка. Так вот, логика обезьяны. В следующий раз, когда она увидит этот банан, она не будет пробовать его доставать. Она будет искать палку. Понятно? То есть обезьяна, ну, может, там через несколько раз, обезьяна переводит практическую задачу для себя в учебу. То есть она сразу отвечает себе на вопрос, как я буду действовать. Ага, искать палку. Первый шаг. Интересно, правда? Так вот, если для того, чтобы мы обеспечили отход от репродуктивного действия, отход от того, чтобы мы опирались только на восприятие и память, целесообразно, очень целесообразно немножко скорректировать типы современного урока. В нашей лаборатории много лет уже идет работа
по созданию другой. Это нельзя сказать, что это новое. Это тоже обновленная такая классификация разных типов урока. Вот я вам представила. Видите, голубым цветом выделены уроки, которые важны, но не должны быть приоритетными. Поняли, да? Они не должны быть приоритетными. А вот уроки, которые должны быть приоритетными. Давайте посмотрим, что это все такое. Сенсорный тип урока. Я вам должна сказать, что, хотя я и выделила голубым цветом, что это такой важный, но не приоритетный тип урока для начальной школы, но должна с огорчением сказать, что с чувственным опытом у нас большие проблемы. Мы настолько увлекаемся в дошкольном возрасте прямым обучением, вот кафедра, которая организовала это мероприятие, относится к дошкольникам, поэтому здесь и их интерес затронут, да? И родитель, например, сегодня не понимает и не принимает ситуацию, что в школу ребенок может прийти неграмотно. Более того, в нарушение закона, проводится диагностика поступающих в школу. И у нас в Москве проверяют скорость чтения. Хотя по закону диагностика, да, тестирование может проводиться на первой неделе сентября. Может. А прием в школу определяется не уровнем проведения тестов и ответов на вопросы, а подачей заявления. Но это де юре. А де-факто мы все обязательно проверяем чтение. Вспомните теперь, что Выгодский сказал. Может быть, читает, но все равно не понимает. Вот приходит ко мне заведующая лабораторией химии, обожаемая мной, да, Ада Александровна, и приводит своего внука Петьку. А Петьке 3,5 года. И она с гордостью говорит: Петька-то мой читает. А у меня передо мной лежит учебник математики. Я ему даю его и говорю: Петь, прочитай, как называется этот учебник. Книжка эта как называется? И он мне читает. Мэа. Задумался. Мат. Задумался. Мат. Опять задумался. Математик. Я говорю: ну и что получилось? Он плечами пожал и на бабку посмотрел. А бабка ему говорит: ну математика же. И он повторяет: математика. Потом Ада меня спрашивает: ну и как? Я говорю: ну что тебе, дорогая, сказать? Пошучу. Одно слово прочел, 2 раза отматерился. Вот она уровень, когда ребенок это делает неосознанно, неграмотно учит его. Да? Это вот привет от Выгодского. Так вот, с сенсорикой та же самая история. Ну, поведаю еще вам один болезненный пример для меня. Даже не скажу, в каком городе. В очень уважаемом городе нашей страны, да? Мы сидим в школе, и мне показывают урок окружающего мира. И когда меня спрашивали, какой вам урок показать, я говорю: да неважно, пусть как идет по программе, такой и покажите, я в командировке. И был урок «Мир чувств», такой урок. Это 2 класс. Дети 1 класса.
школа, так называемая, для одаренных детей. И учительница, но зная мои пристрастия и к дошкольному миру, и, так сказать, к наглядным всяким средствам, как мой сосед говорит, обучения, она предложила детям игру «Чудесный мешочек». Ну, все вы прекрасно знаете эту дошкольную игру. Там были сложены овощи и фрукты разные, живые овощи и фрукты. Ребенок должен был опустить ручку туда, пощупать и сказать, что это. Так вот, из этих, сколько там, 22-23 человека, практически ни одного угадывания или какого-то описания этого предмета, который лежал, да, продукт питания, овощи, фрукты, они не угадали. На грушу они сказали яблоко кривое, на киви они сказали что-то волосатое, ну и так далее. То есть у них чувственный опыт, восприятие, да, тактильное восприятие на нуле. Учительница была в панике, в дикой. Она это быстро все это свернула, сказала, открывайте учебники, начинайте читать текст. Дети бегло читают, все, в момент они там этот текст прочитали. После урока меня учительница, конечно, спрашивает, что надо было сделать. Я прям в панике была. А я ей сказала, ну что надо было сделать? Остановить урок, вытащить все наружу, все потрогать, все пощупать, все разрезать, все попробовать, а потом все снова сложить и начать угадывать. Она мне говорит, ну тогда же я бы сорвала урок. Я говорю, ну зато бы вы им сенсорную культуру поправили чуток. Это к разговору о том, что если к вам пришли дети, и вы дали им этот чудесный мешочек, и проверили, что сенсорный опыт у них не важный, и что у них работают только глаза и уши, ну и уши даже иногда, так вот, нужно, конечно, заниматься сенсорным типом урока. Это что значит? Это обогащение чувственного опыта. Обогащение чувственного опыта. Какие здесь основные методы? Ну или формы организации? Но это наблюдение в естественной среде, конечно. Да? Это многочисленные экскурсии. Ну, кто занимается по нашему комплекту начальной школы 21 века, да, наверное, обратил внимание, что у нас первый класс окружающего мира, не у нас, у меня, это мой учебник, да, он весь построен на экскурсии, на наблюдении живой природы. То есть ребята ходят, смотрят осень, зима, весна и так далее, и так далее. Да? Но наблюдение – это факт не только окружающего мира, это факт любого предмета. Вот в чем дело. У нас же в литературном чтении есть такой, даже, по-моему, я привела его пример на слайде, есть такая рубрика «Наблюдаем», двоеточие, анализируем текст, работаем с текстом. И текст можно наблюдать, правильно? И математическую задачу надо наблюдать. И так и говорим, наблюдаем. Вот оно, эффект смыслового чтения. Мы не просто читаем, а читая данный текст, мы должны заметить, обратить внимание вот на это. Это мотив, это учебная задача. Это то, что можно положить на ладошку и проверить. Тогда это обучение. Причем с обратным эффектом. Дальше. Конечно, это рассматривание иллюстративного материала. Ну и, конечно, это наблюдение, вот работа с конкретным текстом учебника. Вот я помнила, что я вам дала этот слайд, да? Наблюдаем, работаем с текстом. Проанализируем сравнение. В учебнике есть сравнение. Проанализируем сравнение. Что сравнивается? Путь дается. Что конкретно делать? Мы часто говорим, внимательно вывешиваем картину и говорим,
внимательно рассмотрите картину. Ну, ребят смотрят. Им кажется, что внимательно. А что значит рассмотреть? А что значит внимательно? Поставьте двоеточие. Давайте учить учителей ставить двоеточие. Давайте учить детей ставить двоеточие. Что значит наблюдать? А вот оно двоеточие. Что сравнивают? С чем сравнивают? Какой признак взят для сравнения? Дед шел по мягкому желтому мху, как по ковру. Сделаем вывод. Но анализируют, отвечают на вопрос. При сравнении один объект сравнивается с другим по какому-то признаку. Второе задание. Определим слова, которые связывают объекты сравнения. Олень, как стрела, понесся вперед. Крестьянские избы выглядели точно черные точки. Мальчик прыгал словно мячик. Анализируется, делается вывод. Объекты сравнения связываются словами словно как точно. Вот вам знакомство со сравнением. И это все абсолютно становится прозрачным. Правильно? Прозрачным. Далее. Объяснительный тип урока. Это новый тип урока, который мы ввели в дидактику, в методику обучения. В чем он заключается? Он заключается в том, что цель его – формирование логических универсальных учебных действий. Логических универсальных учебных действий. Структурный элемент урока. Решение разнообразных логических задач. Моделирование ситуаций или разбор ситуаций, которые даны в разных моделях. Это задачи на поиск ошибки. А роли обучающихся? Они ведущие. Да? Какие особые преимущества этого типа урока? Ну, во-первых, урок или его часть ведут учащиеся. Раз. Ребенок имеет право на ошибку. Может ошибиться. То есть ситуация, которая вообще, опять же, не про ваш регион говорю, но типично для России, матушки, что ребенок у нас не имеет права на ошибку. Он должен сразу все делать правильно. Понятно? Я иногда своим учителям говорю: хотите, вам проведу диктант? Смеются. Так что ж вы с них-то требуете? Что ж вы перепутали процесс становления навыка и результат? Мы вообще не можем ставить ошибки де юра по закону дидактики. Отметка ставится за результат. А мы даем правила, и на этом же уроке на отметку даем самостоятельную работу. Это, ну, я не знаю, зашкаленный уровень неграмотности учителя. Пока навык не сформировался, давайте сколько угодно словесных оценок и разбирайтесь с ними каждый раз задание. Вы мне скажете, зауч требует, чтобы было больше отметок и так далее. Но это все опять же де-факто. Де юре это по-другому. Да? Так вот, ребенок имеет право на ошибку и делает эти ошибки. И если учитель не создал ему предварительно такую ситуацию, давай подумаем, какие ошибки могут возникнуть, когда ты будешь писать то-то, то-то, когда ты будешь решать то-то, то-то. Тогда не надо огорчаться и ругать ребенка за то, что он совершил эту ошибку. Просто с ним нужно разобраться. И надо, наконец, нам запрещать друг другу говорить: не знаешь, не внимателен, не думаешь, не умеешь. Он думает, что знает, он думает, что внимателен. Да и он думал, но только не так, как вы. Каждому дается шанс исправить ошибку.
и найти ее причину. Вот в чем дело. Дайте детям право на собственное мнение. Не ведите его все время под точку. Пусть остаются многоточия. Точка – это застой. Многоточие – это гарантия того, что ребенок приучится постепенно отвечать на свои вопросы. Но про свою семью нельзя говорить. Это признак, говорят, признак старости. Вот, не хочется быть старым. Так? Но я приведу пример вот воспитания внука, да, своего старшего. Я никогда не отвечала ему на вопрос. Я ему всегда говорила: тащи словарь. Он тащил словарь. Открывай, читай. Или я тебе отвечу на этот вопрос, но ты проверь, я права или нет. Или, а ты что сам ты думаешь? Ну давай, попробуй ответить. Я тебе подскажу чуток. То есть я оставила все время внука в ситуацию вот анализа этой, копошиться. Понимаете? Потрепыхаться. Потому что протянуть руку, взять словарь. Слава тебе, Господи, что он научился этому. И 2 золотые медали закончил школу, и университет с отличием закончил МГУ. Да? То есть мальчик научился учиться. Вот это и есть. Потому что учебная деятельность – это ответ на 2 вопроса. Знаю, как учиться, умею учиться и люблю учиться. Вот так. Дальше. Давайте вот пример логической задачи рассмотрим, да? Сейчас я даю вам. Пример логической задачи, который типичен вот для этих уроков объяснительного характера, объяснительного урока, когда ребята сами ведут, да? Ну вот я показываю там 3 картинки, предположим, видите, да, это периоды осени. И рассказываю, ну, я, ведущий учитель, мы до сих пор, в общем, часто бываем в экспериментальных школах и ведем сами уроки, хочется вспомнить юность, да? И такая ситуация, такая логическая задача. Значит, бабушка читала Пете, Мише книжку. Так? Миша еще не умеет читать, он рассматривал картинки и попросил бабушку прочитать их названия. Первая картинка «Осень» прочитала бабушка, вторая тоже «Осень». А третья, спросил Миша. «Осень» прочитала бабушка. Миша спросил, почему картинки разные, а называются одинаково. Так? И вот кто-то из желающих ребят начинает вести обсуждение. Давайте рассмотрим эти картинки. Что, да? Запрещается говорить слова, что на них нарисовано. Да? В данном случае нам нужно как называется. Да? Понимаете, да? Золотая осень. Дальше что идет? Уже нет листьев, уже нет того. Что тут произошло? Чем сравнивается? Да? Сравниваем. Какой вывод делаем? Почему про осень 3? Потому что это период осени. Это время года осень, но есть определенные периоды. Золотая осень, середина осени, зазимовка, конец осени. Поисковый исследовательский тип урока. Вот поисковый исследовательский тип урока – это урок, который по своей сути заменяет, противоречит, по-хорошему противоречит репродуктивному уроку. Потому что роли, которые здесь получает ребенок, это абсолютно другие роли. Это исследователь, это ученый, пусть в кавычках, неважно, так? Это оппонент, я хочу сказать, кто-то прав, кто-то не прав, так? Значит, это важнейший урок для интеллектуального развития ребенка.
Посмотрите, какие цели преследует этот поисковый исследовательский тип урока. Причем я вас убеждаю в том, что этот тип урока идет блестяще на любом учебном материале. Ребята с таким наслаждением выполняют все эти задания, придумывать, рассуждать, выстраивать гипотезы, проводить опыты, практические занятия и так далее, и так далее, и так далее. Вот смотрите, овладение элементарными умениями поисковой исследовательской деятельности. Они должны знать, вспоминайте, я уже вам выше говорила, познавательные универсальные учебные действия, да? Методы познания мира, наблюдение, опыт, эксперимент. Ребята должны знать, что это такое. Так? Какие способности развиваются? Выдвигать гипотезы. Да, выдвинем предположение, это и есть гипотеза. Что получится, если? Ошибка, неважно. Не все гипотезы подтверждаются. Очень хорошо, что у нас есть несколько гипотез. Проверим, я вот их вам записала на доске. Проверяем, какая из них работает, доказываем, какие зачеркиваем, какие отвергаем. Дальше. Оцениваем приведенные доказательства. Рассуждаем. Дальше. Фиксируем результаты наблюдения, опыта, эксперимента. Учимся это все презентовать. Ну, теперь уже точно с использованием компьютера. Дальше. Очень важная цель этого типа урока – это ситуация интеллектуального препятствия. Потому что вы задаете проблему спорную. Мы очень часто, и в методике это в наших книжках прописано, когда мы подговариваем кого-нибудь из отличника сказать неправильно, ответить на вопрос или выставить проблему неправильно. Мы потом признаемся, что мы это разыграли, но сначала для провокации, потому что сначала этот урок начинается обязательно с провокации, с интеллектуального препятствия. Да? Не знаю, как решать, ищем пути этого решения, предлагаем, выбираем из них адекватные, ну и так далее, и так далее. Да? Ищем информацию, в каждом случае все по-разному. Ну и, наконец, это, пожалуй, единственный тип урока, который развивает речь рассуждений. У меня вот буквально через неделю будет защита аспирантки. Это сотрудница нашего института, лаборатории филологического образования, это преподаватель основной школы русского языка и литературы. И у нее очень интересная работа по текстовой деятельности в начальной школе и в основной в 5-6 классе. Ну, чтобы преемственность соблюсти, да? Так вот, оказывается, абсолютно плачевное состояние, как доказала вот Ирина Павловна, плачевное состояние у нас с созданием, с речью рассуждения, с созданием текстов, в которых использованы логические, риторические средства, какая-то импровизация, да, какое-то элементарное рассуждение, обсуждение, там, да, постановка проблемы. Это проблема номер 1 для начальной и младших подростков. К сожалению, это так. Должна вам тоже с сожалением сказать, что и в международных, и в наших внутренних исследованиях диагностических, да, все задания, которые, практически все задания, которые построены на речи рассуждения, не выполняются. Или выполняются на очень низкий балл. Да, там из 3 баллов в единицу, предположим. Но значительное большинство. Так вот, если мы не ставим ребенка в эту ситуацию,
то естественно, что и формирование речи и рассуждений не будет. Но сначала это должно быть, в принципе, деятельность совместно распределительная. Это термин Даниила Борисовича Ильконина, введенный им тоже в теорию развивающего обучения. Что она означает? Она означает, что мы не даем вперед образец, а ребенок следует за ним. Я уже об этом говорила. А что мы одновременно с ребенком, одновременно с коллективом выстраиваем совместно распределительную деятельность. Выстраиваем вот это пошаговое суждение, алгоритм действия, объяснение, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, посмотрим несколько примеров. Прочитайте текст о бобрах и ответьте на вопросы. Сколько весят бобры, где устраивают хатки, что помогает бобрам справляться с большими деревьями. Да? Какие действия ученика? Ну, он должен прочитать, естественно. Да? Я категорически всегда возражаю, и мои коллеги знают, когда в учебниках перед каждым упражнением стоит: прочитайте текст, найдите в нем определение, или там прилагательные, или глаголы, или, не знаю, млекопитающих зверей и так далее, и так далее. Зачем писать это слово? Ну, уже все разжевали. Пусть он хотя бы подумает о том, что первым шагом ему нужно прочитать. Но мы привыкли говорить: открываем книжки, страница 31, читаем текст. А может быть, надо добавить: читая текст, сделай то-то, то-то, то-то. Или вот этот текст, найди то-то, то-то, то-то. Это вроде бы детали, вроде бы мелочь, вроде бы ерунда. Но это очень важно для методики. Потому что ребенок стоит, сидит и смотрит на вас. Петя, ты что смотришь? Ты не услышал меня? Я сказала, читай текст. Не услышал. В это время посмотрел в окошко. Понимаете? Значит, иногда надо создавать малюсенькие провокации. Проявить внимательность, запомнить информацию, необходимую для ответов на вопросы. Воспроизвести ее при ответе на вопрос. Какой тип урока? Да, конечно, репродуктивный. И что проверяется? Память, внимание. Больше ничего. Да? Он должен воспринять это все, может быть, и запомнить, а потом воспроизвести. Так вот, я вас хочу спросить, чем отличаются дети, которые отлично учатся, от детей, ну, не успевающих? Прежде всего, память. Вот, опять же, про своего внука старшего, который уже сам уже большой мальчик, закончил университет, аспирант уже МГУ. Вот он маленький, когда был, на мне была кафедра литературы, литературного чтения. Вот он приходит домой, я его спрашиваю: Димуль, что у тебя, какое задание тебе дали? Он мне отвечает: пересказ. Я говорю: и как пересказывать, каким видом вам дали? А Наталья Геннадьевна не сказала, каким видом. Я говорю: слушай, ты, наверное, прослушал. Но не могла Наталья Геннадьевна не сказать, каким видом вам делать пересказ. Он говорит: ну, правда, не сказала. Я говорю: ну, хорошо, ты какие виды пересказа знаешь? Он мне перечисляет, да? Полный, краткий, по плану, выборочный, ну и так далее. И тут я его спрашиваю: ну, хорошо, Димуль, но ты-то каким будешь видом пересказывать? И он мне отвечает: бабушка, ну что ты ко мне пристала? Выучу наизусть, вот и будет пересказ.
А ему выучить наизусть с его памятью 2 счета, как говорят в нашей семье, с полпинка. И, конечно, он 5 получает. А тогда я задаю вопрос, но я не задаю вопрос учителю, я не вмешивалась. Никогда, да? Но вообще я задаю вот вопрос учителю, а он зачем учил? Ребят, пересказывать кратко, выборочно, по плану, по такому, по цитатному, по такому, по такому. Для чего? Просто чтобы они знали, что это есть? Чтобы опять голова наполнялась, но не работала? А ведь делается это для того, чтобы флегматик, который не хочет никогда полно пересказывать и с деталями, занялся именно этим видом пересказа. И на дифференцированном уровне учитель нормальный скажет, а ты, Петя, полный пересказ мне даешь. Потому что, знаешь, что Петя выхватит основные, главные, хорошие, интересные, но полный пересказ не дает. А холерик вам вытащит все детали, а суть потеряет. Значит, вот для чего нам надо учить. Опять же, для жизни. Правильно? А теперь смотрите другой. Тот же самый пример. Проанализируйте информацию, представленную в тексте, и выберите ту, которую можно поместить в справочник. Какие тут действия? Того же самого. Третьеклассника, четвероклассника. Вспомнить и ориентироваться на особенности справочной информации. Он должен знать, что такое справочная статья, правильно? Читая текст, обращать внимание на справочную информацию. Выделить глазом сначала. Сконструировать свой текст справочной статьи, письменный или устный. Вот вам, пожалуйста, пример. Какая структура? Вот я особенно внимательно прошу вас обратить на структуру поисково-исследовательского типа урока. Ну, приоритетный тип сегодня. Развивающий метапредметный результат. Выдвижение познавательного мотива. Мы зачем будем выполнять эту работу? Давайте все вместе отметим. Для того-то, для того-то, для того-то. Не обязательно для того, чтобы знания обогатить, углубить, проверить и так далее. Дальше. Постановка цели как прообраза результата. Вот цель деятельности – это всегда результат. Всегда. Дети это должны абсолютно четко понимать. Определение исследовательских действий. Что будем предполагать? Что исследовать? Дальше. Осуществлять интеллектуальные действия. Анализ, сопоставление, обобщение, классификация. Как будем действовать? Ну и, наконец, осуществление представительских действий. Как представим полученный результат? И вот если вы несколько раз вместе с детьми все это проведете, то у вас потом будут по накату блестяще идти эти поисково-исследовательские типы урока. Вот еще поисково-исследовательский тип урока. Смотрите, какая прелесть. Практическая работа. Определяем старинные меры длины. Да? Эрудиция, ориентировка в математических понятиях. Правильно? Замечательно. Я видела несколько раз, как проводил наш математик Оксана Анатольевна Рыдзе. Прекрасный математик, прекрасный методист. Вот. Посмотрите, какая красота. Ребята все это инсценируют. Ребята все это сами измеряют. Это практическая работа. И после этого они с наслаждением рассказывают родителям, а что такое вершок? Мама, а что такое перст? Ты знаешь, что такое перст? Она ему говорит, палец. А еще что из жизни? Да? Шикарная практическая работа. А вот еще. Формирование звуковой культуры языка. Какая цель? Построение схемы звукового состава слова. Моделирование. Вот она, деятельность моделирования. Деятельность моделирования. Так? Произносим первый звук. Все вместе, пошагово. Шаг первый. Определяем, какой это звук. Твердый, мягкий, шаг второй. Обозначаем твердый согласный звук вот этой фишечкой. Произносим, ну и так далее. Обозначаем гласный.
Вот идет пошаговый, видите, пошаговый. В результате у нас получилась схема слова «сом». А вот еще один прекрасный, это из книжки. Это из нашей книжки, это страничка из нашего букваря. Да? Посмотрите, как работают ребята с моделями, самостоятельно, в своей тетрадочке, руками. Да? Вот у нас много лет было исследование совместно с Вьетнамом. Я очень хорошо знаю образование во Вьетнаме. Я 3 раза там была длительное время. Очень интересная у них педагогика, дидактика начальной школы. Вот у них есть такой опыт. Они никогда не дают писать. Вот изучают какое-то правило, да? Изучают какие там иероглифы или буквы. У них это смешанный такой, да, графика. Они никогда не разрешают писать тетради. Они сначала пишут на грифельных досках. Ну, я вам приведу пример по-русски. Но это тип примера Вьетнама. Значит, учитель говорит, будем учиться писать слова с жи и ши. Правила помните? Помним, да? Жи и ши, пиши через «и». Пишем. И на досках, на грифельных, такие маленькие, очень дешевенькие досточки, такие, да? Они пишут, ребятки. У них все мел, все приготовлено, все на столе, на парте лежит. Они пишут там жил, живет, живот, ну и так далее. Пишут эти слова. Написали эти слова. Учитель говорит, проверяем. Теперь вам вопрос на засыпку. Кому показывают у нас в Союзе? Кому грифельные доски показывают? Или листочки, или тетрадочки? Все хором вы наверняка говорите, учите. А во Вьетнаме показывают дети. Друг другу. И дети друг у друга проверяют. И что делает ученик, у которого есть ошибка? Он берет тряпочку, стирает и сам исправляет. Да? Вот это шикарный психологический прием, ну, вхождение в руку. Вхождение в руку. Знаете? Рука должна чувствовать. А мы палки всегда считаем после контрольной работы. У тебя какая отметка? 4. А палок сколько? А у меня 3, а палок столько же. А если вы не будете ставить палки, то есть будете ставить палки, но при этом не будете исправлять ошибку, так как, кстати, рекомендуется в методическом письме по оценке контроля, да, в начальной школе, подчеркнете либо слово, либо прямо место, и ребенок своей рукой зачеркнет и напишет, исправит. Тогда количество ошибок через 2 месяца такой работы уменьшается на 30%. А когда я видела тетради вьетнамских школьников, я думала, что они мне собирают со всей школы отличные тетрадки и показывают, потому что там ошибок нет. Учитель разрешает писать в тетради, когда много раз он это слово написал и зафиксировал своей рукой на грифельной доске. Вот эта методика. Ну, творческий тип урока построен на отказе от образца. Подчеркиваю это. Нельзя давать для творческого урока, для чего-то, тогда, когда вы хотите, чтобы он проявил фантазию, оригинальность, импровизацию, давать образцы. Это категорически нельзя. Рассматривайте с ними образцы заранее. Показывайте явление, как отражается в том исполнении, да, в литературе, в художестве, в живописи, там, в архитектуре, ну где угодно. Вот. Но когда вы предлагаете им творческое задание, то уже никакого образца нельзя. Почему?
Творчество – это отказ от образца, а не следование ему. Но предварительные задания, они все должны быть. Анализ своеобразия оригинального в любой продуктивной деятельности. Ролевые игры импровизации, ради бога. Воображаемые ситуации, ради бога. Элементы компиляции, как исключение в начале, пожалуйста. А то они сами от них откажутся. Теперь очень-очень важная последняя, так сказать, страница нашего с вами разговора и, собственно, заявленная тема стиль общения. Да? Очень хочется сказать несколько слов о влиянии стиля взаимодействия в системе вот обучающие и обучающиеся. Наверное, все педагоги задают себе вопросы, связанные с тем, что с годами меняется отношение ребенка к поступлению в школу, уже не хотят учиться идти, со снижением интереса к учению, с выполнением требований учителя. Ну, почему это происходит? Ну вот я предлагаю обсудить очень серьезные проблемы стиля взаимодействия учителя и его учеников. Начну с примера. Я иду по скверу нашего, по дворовому скверу, уже во дворе дома, и встречаю мою приятельницу из соседнего подъезда, бабушку, которая ведет внучку Дашку из детского сада. И у Дашки под мышкой наша тетрадка из нашего комплекта по подготовке к школе, предшкольный аппарат. Я ее спрашиваю, я говорю: Даша, а что ты домой несешь тетрадку? Она мне отвечает: а нам дали домашние задания. Детский сад, домашние задания. Я говорю: покажи. Она мне показывает. Отметки стоят. 5, 4, 3. Ну, понятно, да? Значит, почему я задаю этот вопрос вам и себе? Первая позиция. Детей уже в дошкольном детстве приучают к учебному труду, к которому они ни физиологически, ни психологически, ни интеллектуально не готовы. Не готов. Плод должен созреть. Есть такая притча замечательная. Вспоминайте иногда ее для себя. Пришли 20 беременных женщин к мудрецу и попросили: сделай так, мудрец, ты же можешь, чтобы мы не ходили 9 месяцев, чтобы мы могли работать, ухаживать за детьми, чтобы мы завтра вот родили. И он сказал им: вы могли прийти не 20 человек, а 200 и 2000, и ни одна из вас раньше срока здорового ребенка нормального не родит. Плод должен созреть. Очень мудрая притча. Вот для нашего образования шикарно подходит. Потому что мы иногда так напрягаем детей. Вот великий запорожец, психолог, выдающийся директор Института дошкольного воспитания, с которым я имела честь работать много лет, он нам всегда говорил: ребенок, дошкольник может все. И разговор идет не о том, что он не может, а как ему это придать. Но каких нервно-психических затрат это ему стоит. И когда наступает расплата за то, что мы с ним делаем, вот это никто не мерил. А расплата наступает. Вот хотя бы потому, что теперь у нас многие дети, большой процент, не хотят идти в школу. Они уже устали. Уже устали. Дальше. Второй момент. Для многих учителей класс первичен, нежели каждый его представитель. И для обучающегося он
ну, первый, а потом весь остальной класс. Вот в чем дело. Посмотрите виды коммуникативного взаимодействия. Да? Фронтальное, диалог, опосредованное. Я много-много лет проработала в университете, вела там педагогику, педагогию на филологическом факультете. И каждый раз третий курс у нас начиналась дидактика. На третьем курсе я им проводила опрос, так сказать, какое качество педагога вы считаете главным. Что мне отвечали студенты? Любовь к детям. Я начинала им задавать встречный вопрос. А дворник не должен любить детей? А инженер? А космонавт? А вообще человек? Чем же любовь учителя отличается от любви дворника или космонавта? Оказывается тем, что, во-первых, он не показывает, что у него есть любимчики, а любимчики всегда есть. Это точно. Душа прикипает к кому-то отдельно. Или не любимчики, они всегда тоже есть. А во-вторых, понимать, что каждая личность и заслуживает оптимистической оценки, оптимистической гипотезы. Можешь, справишься обязательно. Вот обладание эмоциональным интеллектом – это главное качество сегодня учителя. Главное качество. Способность понимать эмоции других людей, адекватно реагировать на них. Не надо делать замечания. Подойдите к этому ребенку, которому хочется сделать замечание, и положите ему руку на плечо. Ничего не говоря, заберите его возбуждение себе, и вы увидите через минуту, через две, он уже успокоился и продолжает нормально работать. Готовность управлять эмоциональным своим состоянием и не позволять себе отрицательных реакций. Никогда. Так? И умение использовать эмоции для решения учебных задач и побуждения к творчеству. Правильно? Да? Вот оно, фронтальное взаимодействие. Оно может быть авторитарным, а может быть демократическим. Вот в основе демократического лежит педагогический импринтинг, тоже понятие, которое мы предложили. Желанное следование за учителем. Вот фотография изумительная, да? Вы видите, утята идут за своим кормильцем. Вот это ситуация для учителя. И когда к вам ребята из 5-6 класса бегают на каждой перемене, почему? Потому что вы их привязали к себе преданной любовью, взаимопониманием. И вот это желанное исследование, импринтинг, это замечательно. Ну и, наверное, последнее. Посмотрите на позы, которыми мы пользуемся. Оцените эти позы. Ну, позанимайтесь самооценкой, самокритикой. Есть закрытые позы. И когда у вас дети, когда вы требуете от детей обязательной посадки, руки перед собой, это значит, что вы искусственно создаете преграду между вами. Весь мир удивляется, почему мы так сидим, почему Россия так сидит за уроком. Да? Потому что у всех руки сзади. Да? Гимназия ходила с руками сзади. Гимназия никогда так не сидела, у них даже специально не были пуговицы на платье, а были кнопочки. Сжал плечи, сложил руки, расстегнулись кнопки. Получил от своего преподавателя замечание. Так вот, давайте будем открытыми позами пользоваться. Давайте, как это говорили в древности, здороваться, снимая перчатку. Спасибо, мои дорогие, за внимание. Я оставила несколько минут, а вдруг есть такие вопросы, которые вас просто обязательно захотят.
Спасибо огромное, Наталья Федоровна. Просто в восхищении, наверное, всех. Заслушались. Вот 2 часа прошли на одном дыхании. Вы видите очень много комментариев, потом посмотрите. Правда, вот я не знаю, как-то очаровали вы нас. Именно Ну, вот своим пониманием, да, умением донести самое главное, что важно для ребенка. Вот с этих позиций. Поэтому за это вот просто огромнейшее вам спасибо. И если, как бы, коллеги, уважаемые, сейчас обращаюсь к вам, если к Наталье Федоровне есть вопросы, пожалуйста, Вот задайте. о семье я ничего не сказала практически. Давайте Да. 2 слова скажу, потому что еще Конечно. одно. Вот Конечно. буквально вот 3 фразы. Но, товарищи мои дорогие, коллеги мои дорогие, это мое мнение. Вот то, что я вам скажу, это мое персональное мнение. Вот. Во-первых, семья – это особый социальный институт, имеет свои функции. Перекладывать на семью образовательную функцию как профессиональную деятельность. Поэтому образование за вами, а все остальное за семьей. Нельзя подменять профессиональную работу учителя трудом педагогически, методически малограмотного родителя. Они только портят ситуацию. Но они это осознают, и поэтому, где могут, нанимают репетиторов. Второй момент. Связь с семьей, на мой взгляд, должна состоять прежде всего в психологической поддержке родителей. Они часто не понимают своего ребенка, не знают, как учитывать его возрастные индивидуальные особенности, не видят динамику раннего перехода к подростку как личности очень критической и очень трудной. Так? Они позволяют себе показывать, все время осуждать, все время критиковать нельзя. Надо приучать родителей к тому, что можно констатировать, да, ты неправильно поступил, наверное, нужно было бы вот сделать вот так, но ни в коем случае не сопровождать любую оценку негативными характеристиками. Да? Вот. И в-третьих, главная функция семьи – это здоровье и общее развитие. Для нашего школьника это сейчас очень актуально, поэтому вся ваша педагогическая взаимосвязь должна строиться на том, что вы им поможете организовать, во-первых, как поддерживать здоровье, во-вторых, общую эрудицию, общее развитие осуществлять и досуг. Вот если ребенок не умеет, пока ребенок сам самостоятельно не умеет выполнять домашнюю работу, задавать эту домашнюю работу нельзя. Иначе не задают. Поэтому-то в 1 классе нет ни отметок, ни домашней работы. Любая на выбор, если хочешь, да, вот тебе картинка с солнышком из-за тучки. Все это, ребята, ерунда. Это все отметки. Это все за... И пока ребенок не научится воспринимать, что такое отметка, что такое 5-4, а не отношение учителя к нему. И что такое домашнее задание, это когда я выполняю. Вот у нас домашнее задание выполняется лучше, чем классное. А это неверно. Потому что классные идут под вашим контролем, а домашние должны выполняться самим ребенком. Поэтому по логике, по разуму, по здравому смыслу домашняя работа всегда должна выполняться. А она у нас всегда идеальная. Правда, страницы тетрадки страдают, потому что вырываются. Но это уже факт географии. Вот я бы так очень коротко сказала о работе семьи. Если есть еще какие-то острые вопросы, на которые я не ответила, то милости прошу. Спасибо огромное, Наталья Федоровна. Вот вопрос там поступил по поводу, где можно приобрести вашу книгу «Универсальное учебное действие как результат обучения в начальной школе». Вот вопрос спрашивают коллеги наши. Ну, она, наверное, висит на сайте просвещения. То есть там можно будет... Давайте сделаем так. Мой адрес известен. Вот, я проанализирую, где чего. И тогда вам напишу. Хорошо.
Хорошо, а где мы сообщим потом уже есть нашим коллегам. или нет. Но висит наверняка в интернете. Наверняка. Хорошо, хорошо. Хорошо, Интернете. спасибо. Наталья Федоровна, ну пока, возможно, коллеги вот спрашивают, и я тоже хотела предвосхитить, смеем ли мы надеяться, что мы сможем еще с вами встретиться? И вот коллеги тоже подтверждают мой этот вопрос. Ну, Наталья если Федоровна. конкретные будут вопросы, которые вам хотелось бы узнать, а не просто вот так общий разговор, ну, пожалуйста, Хорошо. у меня команда очень хорошая. Вообще я одна никогда не выступаю. Мы уже много лет выступаем либо дуэтами, либо тройками. Понимаете, да? То есть одна и та же лекция ведется втроем. Но сейчас у нас очень много заданий, поэтому я уже девочек не стала привлекать, ну, девочек моих, сотрудников. Вот. Хорошо. Спасибо. Интересные есть темы. Кстати, подошкольникам тоже. Хорошо. Скажите, пожалуйста, еще вот у нас сейчас в этом году начинается обучение учителей первых классов, да, для работы по обновленным стандартам начального общего образования. И вот Академия Министерства просвещения, она предлагает такую каскадную модель повышения квалификации по единой типовой программе. И вот они как бы озвучивали для нас, что разработчиками содержания этой программы, особенно для учителей начальных классов, является ваш институт, Институт стратегии развития образования. Вот я хочу просто пока сейчас на этом этапе уточнить, потому что там полностью готовый контент, ну то есть содержание, да, заданий всех. Скажите, пожалуйста, это вот ваши разработки, ваши лаборатории? То есть мы смеем... Если вы имеете в виду примерные рабочие программы, нет. Это программы повышения квалификации. Ну, там есть наши программы, но что-то, по-моему, не состоялось в нашем взаимодействии, они что-то... Но программу мы там для них делали, конечно. Да, потому что разговор был о том, что мы в Москве будем проводить, но что-то там это затихло организационно, не знаю. Хорошо, что касается самих примерной программы образовательной и рабочих программ, то это делали мы. Рабочие программы там по основным предметам мы делали: русский, литературное чтение, математика, окружающий мир. Там еще физическая культура наша. Все остальные делали другие сотрудники из других институтов. Вот. Но эти рабочие программы и все содержание тематического планирования и все содержание примерной образовательной программы – это продукция наша. Поэтому вопросы можете нам задавать теперь уже напрямую. Хорошо, спасибо вам огромное. Наталья Федоровна, еще хочу, знаете, вот что у вас уточнить. Вот по вашему мнению, как человека очень мудрого, скажите, пожалуйста, вот что самое главное должен сделать воспитатель или педагог дошкольного образования, чтобы ребенок был успешен в школе? Вот самое важное, самое главное, на ваш взгляд. Ой, знаете, я приведу пример из моей жизни. У меня заболел супруг, его увезли в больницу, и попался ему врач совсем молодой, ну, мальчишка просто, да? И я главному врачу говорю: вы знаете, меня как-то смущает вот такой молодой человек, да, справится ли он, да? И главный врач мне ответил: он к каждому больному относится как к своему отцу. Понятно. Вот мы должны перед собой увидеть не 30 представителей какого-то материала, как нам одна учительница сказала. У меня в этом году ужасный материал. Это она про ребят. Первый класс пришел. Так она сказала. Мы сначала даже не поняли. А вот увидеть перед собой и разрешить ему быть таким. Вот я иногда учителя спрашиваю: вы отбираете детей по цвету глаз? Она: ну вы что? Я говорю: значит, эту индивидуальность вы принимаете. А то, что он никак не может остановиться, то, что он активный, то, что он не умеет себя там, да, вот так проявлять, как вам хочется, эту индивидуальность вы не признаете. Давайте признаем индивидуальность
и попробуем ее исправить. Здорово. Дать ему возможность быть самим собой. Они справятся, они подчинятся, это точно. Это проверено. Проверено. Здорово, здорово. Спасибо огромное. Самое главное, что оптимистическая гипотеза, я об этом уже говорила. Спасибо огромное. Спасибо, Наталья Федоровна. Спасибо вам огромное за встречу. Правда, замечательная была встреча. И вы знаете, вот такие встречи, они, во-первых, запоминаются на всю жизнь. Это абсолютно точно, да? И, во-вторых, они заставляют дальше размышлять. Завтра, послезавтра, да? Они заставляют иначе посмотреть на какие-то моменты в своей жизни собственной, в профессиональной. Поэтому за это вам огромное-огромное спасибо, за то, что вы расширили для нас пространство для размышления дальше над тем... У нас есть свой журнал «Начальное образование». Пишите нам, мы с удовольствием печатаем материалы, передовой опыт. Будем рады сотрудничать с вами. Любим ваш регион. Спасибо огромное, Наталья Федоровна. Вам, правда, огромное спасибо и коллегам вашим за то, что вот вы нашли время, вы выделили для нас время. Мы в восхищении, мы в признании. Поэтому спасибо огромное. И я думаю, что сейчас обращусь тоже к нашим специалистам системы начального образования. Запись этой встречи, уважаемые коллеги, она будет доступна. Нам, правда, хочется, да, ведь, Наталья Федоровна, чтобы каждый услышал вот то самое важное, то самое нужное, что он должен понимать. То есть вот тот смысл и суть вообще того, что мы сегодня можем сделать хорошего для детей. Поэтому разместим, Наталья Федоровна, вот да, не знаю даже... тоже можете использовать, конечно. Я как бы ничего не жалею, не жалко ничего. Хорошо. Спасибо вам огромное. От всей Республики Коми огромный вам привет. Да, у нас очень много снега, и мы вот все вот наше тепло такое просто вам передаем и желаем вам всего хорошего. Спасибо, вам тоже всего хорошего. Оставайтесь всегда такой же замечательной. Спасибо, Наталья Федоровна. До свидания. Да. Спасибо. Спасибо. Очень приятно было. Да. Спасибо огромное за встречу такую, уважаемые коллеги. Да, и вам тоже огромное спасибо. Мы видим слова благодарности, которые вы пишете в адрес Натальи Федоровны. Это действительно только ее, это только для Натальи Федоровны все то, о чем вот вы пишете. Поэтому спасибо вам за встречи. Встречи наши будут продолжаться. Если у вас какие-то будут пожелания, уважаемые коллеги, может быть, по тематике, да, по еще каким-то там вопросам, которые вас волнуют и на которые вы хотите получить ответы, вот с которыми можно вот так разбираться здесь, потому что мы всегда очень за то, чтобы слушали, наше профессиональное сообщество слушало очень высокограмотных людей, которые иногда общались с несколькими поколениями ученых, которые сами являются великолепными учеными, которые действительно очень много уже понимают, осознают и ощущают. Поэтому, если у вас какие будут предложения, пожалуйста, пишите. Ну, а то, что вот вы сейчас говорите, уважаемые коллеги, Элеонора Геннадьевна, я просто буквально опять вернусь к самому началу нашего разговора, и вот цикл наших просветительских встреч, он у нас продолжается, и те вопросы, которые вас интересуют, они будут освещены еще. Будем готовиться к этим вариантам. Если вы имеете в виду, что функциональная грамотность с позиции подачи Натальи Федоровны и ее коллег, то вы можете уточнить. И тогда мы, может быть, не знаю, если только Наталья Федоровна согласится на этот вариант, может быть, мы рассмотрим какие-то пути взаимодействия с Институтом стратегии развития образования по тому, как вообще вот быть и жить в этой ситуации. Ну а пока постепенно, потихонечку мы будем с вами двигаться, уважаемые коллеги. Вопросы свои копите, вопросы свои вы уже задавали, и мы будем потихонечку отвечать на них, стараться. Где-то вместе какие-то вещи будем рассуждать с нашими коллегами, которые тоже на это уже настроены. Поэтому я думаю, что все
все еще у нас впереди. Ну а то, что как бы связано с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, мне кажется, вот для вас самое главное, это, во-первых, очень хорошо знать содержание самого документа, но не с позиции того, что там, а хотя бы понимать, о чем речь идет, и помнить про те смысловые акценты, о которых сегодня говорила Наталья Федоровна, потому что это действительно очень важно. И если учитель относится к ребенку как к своему собственному, и если он позволяет ему быть самим собой, и если он позволяет ему ошибаться, вернее, прошу прощения, и использует в своей работе те методы, те приемы, которые искусственно не ускоряют развитие ребенка, то мне кажется, это самое-самое важное, пока вот то, на чем мы сейчас на этой встрече можем с вами поставить пока небольшую запятую. Ну, а разговоры у нас будут продолжаться, встречи будут продолжаться, но и еще маленький нюанс, повышение квалификации тоже продумаем, и, соответственно, я думаю, что все получится. Поэтому всего доброго, уважаемые коллеги. Еще раз огромная благодарность, Наталья Федоровна, если вы еще не ушли с площадки, от нас, от всех. Мы очень вам благодарны настолько, насколько, наверное, можем высказать в своих словах. Всего доброго, уважаемые коллеги. Запись будет встречи доступна. Мы все сделаем, не переживайте. Поэтому можете возвращаться, восхищаться, очаровываться, задумываться, размышлять, потому что эти встречи, они именно для этого. Миссия просветительская, чтобы все лучшее могло уйти к вам, а от вас потом могло уйти к детям. Спасибо, до свидания, до новых встреч. Анонсы будут, все будем вас информировать. До свидания, всего доброго. Спасибо большое всем, до свидания.